Доброе утро. Время 4:52. Мы заночевали на границе с Афганистаном. Вот он, Афганистан. Вот он. А это Таджикистан. Вот мы здесь прямо переночевали. В ущелье вот в этом прям. Между вот этими камнями. Кстати, спалось. Но если не учитывать те звуки, которые останавливались машины, разговаривали водители, никаких плохих снов, там, например, тревожных там мыслей, допустим, ощущений, ничего такого не было. У меня, по крайней мере. У тебя как? Сереж? Тоже хорошо? Вот, то есть камни, это такое, они хранят спокойствие, умиротворение. Вот как происходило все 1000 лет назад, миллион лет назад, так и нормально все. И выдвинулись дальше в сторону Харога. Нам до туда 144 километра. А навигатор показывает 3 часа. Сколько там? 46 минут. Ну что, потихонечку едем. Здесь вот мостик. Я вчера присмотрела по карте, что типа мостики, там вот поселение какое-то, там домики стоят. Думали доехать до деревни и там заночевать. Но уже было очень темно, и мы нашли такой небольшой островок, оазис. Там остались. Где остались, там и правильно. Хотя были какие-то дальнобойщики, там остальные машины совсем одни были. В Рушон заехали. Какая дыра. Пещерка в скале. Асфальт здесь появился. Лес. Это такой зеленый оазис. Солнышко светит. Здесь, короче, эти электровозы возят с этого. С Киргизии или откуда-нибудь? С Китая, короче. И таких машин такая куча, все такие. Все машут, приветствуют. Ослики, такие маленькие. Ай. Улыбается мальчик. Осличек. Тындыри. До 1940 года из Харога в Душанбе можно было добраться только за месяц. И то объездным путем. Сначала 732 километра по горным дорогам до города Ош в Киргизии, а потом еще 1551 километр по железной дороге. Это был настоящий крюк. А зимой и вовсе никак. Дорог не было, только узкие опасные тропы и овринги на отвесных скалах, которые местные называли ниточками смерти. Лавины, камнепады и снежные заносы делали путь смертельно опасным. Горные районы оказывались отрезанными от мира на долгие месяцы. Все изменилось в 1940 году, когда 30 тысяч человек, жителей Гарма, Дарваза и Памира, вышли на строительство дороги. Они работали вручную, с лопатами и кирками, сбрасывали с обрывов глыбы величиной с дом, взрывали скалы и прокладывали путь. За 104 дня по 5 километров в день дорога длиной 567 километров была построена. До сих пор это считается рекордом в мировом горном строительстве. 12 октября 1940 года первая колонна машин прошла из Душанбе в Харог. И с тех пор путь, который раньше занимал месяц, стали проезжать за пару дней. Вот какая-то деревня, а здесь ребята ходят в школу в школьных формах. Там есть футбольное поле, видимо, школа большая какая-нибудь.
Ну да, и здесь это как-то поувереннее люди ездят. И даже даже заправка бензиновая есть. Нормально, не с ведра, который наливают обычно. Такие виды вообще. С 7 утра. С ума можно сойти. Как будто какой-то швейцарский горный городок. Ребята в школьных формах, люди вон в костюмах. Ну и не в костюмах есть, но и в костюмах. Чистенькие улицы, асфальт, горные вершины выглядывают. Вообще! Ладно, тебе нравится? Школьники типа пионеров ходят, как да? Как флаг, короче. Розы цветут. Прохлада. Прохлада, да, такая-то. Девочка замерзла даже. Ну так повытаскиваешь так вот на улицу руку-то. Прохладно действительно. Ну красиво, блин, вообще круто. Это просто вообще вокруг. Такая красота, если что. Чтобы вы понимали, это снег. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Похоже на мел. Неужели это снег? Мел бы осыпался бы до конца, Сережа говорит. Вот это виды. Вот это поворот. Говорят, что в самые трудные дни строительства, когда дорога была еще непроходима, продовольствие для рабочих и жителей доставляли с помощью авиации. Это был единственный способ пробиться к тем, кто жил и работал в этой горной изоляции. Но самолеты не всегда могли приземлиться из-за отсутствия аэродрома в ущельях, поэтому грузы, муку, сахар, крупы, медикаменты часто сбрасывали в мешках на точно размеченные площадки. Местные жители и пограничники собирали их, после чего распределяли по самым труднодоступным кишлакам, используя ишаков, лошадей и яков. Такие прекрасные тополя создают тени и красоту. Мы заехали в город Харок. Здесь мы планируем заправиться газом, если найдем бензином, и в канистру еще залить, вот если будет получаться, потому что дальше уже в горы, и нас ждет перевал 4600, самый большой перевал, самый высокий перевал. Вот, будем сейчас в Хароке искать заправки. Нашли мы заправку, и цена его 7,50. Представляете, 7,50 умножьте на 8,50. Вот вам и цена. По 6,20, по 6,30 не надо, а вот по 7,50 надо. Так там у нас еще был газ. Ну, да. Вот смотри, что сзади. Красота какая. Пойду речку засниму. Ой, тут какая-то крыша. Крыша мира. Не очень видно. Городочек такой маленький. Симпатичный. Время 9 утра, что ли, уже? Ничего себе. Реально 9?
8:48. Это мы с 5 утра едем. Уже 4 часа проехали, офигеть. Какая машина грязная. Правильно, там столько пыли вообще. Засниму я маленький горный городок Харок. Мы заправились на 2000 с лишним рублей газом и на 1800 бензином еще. И у нас осталось еще около 2000 рублей. Можно где-нибудь перекусить. Мы уже едем 4 часа, оказывается. 4 часа мы уже. В 5 мы выдвинулись. Что много здесь ментов, да? Белые рубашки пролетели. Вот это получается же не таджики нифига, это вот памирцы. Памирский городок горный. Какой? Горный. Городок-то маленький, но и театр здесь есть, и телевидение. Люди переходят, не боятся дороги. Как и везде. Не, идут смело на этот. Все уступают. Стройка он идет. Даже неожиданно, Кого? что место уступает. Какой козел горный. Камушек упал. Камушек упал маленький. Гора такая отвалилась. Магазин был. Хотел сигареты купить. В Киргизии разве? Не в Дагестане или не в Турции или? А, в этом вообще, в Грузии. Да? Это от обвала, да, защита? Да. О, по-русски написали. Это, наверное, еще в советское время писали до сих пор. Какая речка красивая, чистая, пречистая. Выехали мы из Харога. Едем по каким-то маленьким поселениям. 2 раза остановила милиция. Милиция, как они называются вроде, да? Проверили документы и все. Ничего больше не сказали. Ну вот так вот 2000. Вот по дороге будут горячие источники. Хотим туда заехать, немножко передохнуть. Если удастся, можно будет помыться, искупаться. Вот, едем туда. Ремонт дорог опять. Ваша скорость не фиксирует. Когда ты пошел с кем-то разговаривать, что ли? Да какие закрыты, непонятно. В общем, сказали, что в 12 часов только откроется дорога. Сейчас время без 10:10 только. Поехали куда-нибудь. Устроимся в тенечек. Чаечек попьем. Ой, какая там речечка. Наше путешествие по Памирскому тракту продолжается. Идут ремонтные работы и фиг проедешь.
тоже снимает ячок. Что-то тут да сюда, что они делают? Камень прихватили. А, что-то не скатилось. Интересно, много там таких этих? Экскаватор впереди. Какой он большой. Ой, мамочка. Как страшно. Это жесть. Вот это белый. Вообще такой нагленький. Такой. Ну вот этот, вот этот. Чё? Ну ему запрещали проехать, он приехал. Сейчас он впервые всех лезет. Дорогу показывает нам. Так, тот сзади же затроил. 3 водопада сразу. Вот, вот и вот. 4 он еще внизу. А, это ты сбоку говоришь, кто? Вот же, на склонах. Да? Ну, на склонах вот. Вон там снег лежит. Тут жара жарит, там снег лежит. Из Хорога в Мургаб можно доехать 2 разными дорогами. И каждая из них – это отдельная история. Первая дорога идет вдоль Афганистана, через Ваханский коридор. Там, где мы ехали вчера, весь день и остались на ночь. Там путь петляет по самой границе, и за каждым поворотом открывается вид на другую страну. Вторая – северная. Ее построили позже, уже в советское время, чтобы связать Таджикистан с Китаем. Дорога более прямая, ровная, по ней удобно возить грузы и проходить транзитом. Она короче и, говорят, качественнее. Мы решили попробовать ее, просто потому, что хотели увидеть другую часть Памира, ту, что смотрит на восток. И мы не разочаровались. Дорога казалась не просто ровной, она подарила нам чувство простора. Горы здесь не теснятся, не нависают, а расходятся в стороны, открывая горизонт. Воздух становится суше, свет ярче. Мы едем по этой дороге, и кажется, что мы не приближаемся к следующей точке, а просто плывем сквозь Памир. Медленно, но уверенно. Дух захватывает, когда такие высоченные горы со всех сторон. Просто вообще. Там он, як. Нет, это коровы. Но мы сейчас проезжали и видели яка. Стоящая. Какая красота! Такая маленькая глыба. Больше Сережа, вон насколько. Ой, а там вон какие вершины. Смотри, Сереж, какой мост. Вон. Нет, потом не пойдем. Не пойдем, да? Вот это да! Вот это мост. Хлипкий. Ничего себе. Прибыли типа на какие-то горячие источники.
такое непонятное, где эти горячие источники. Карта показывает где-то вот там. Не знаю, иду по тропинке. Сейчас дойду, не найду куда-нибудь. Непонятно. Чей-то дом как будто. Видимо, то ли карта врет, то ли что. Там чье-то вот жилье. Или я не знаю что. Вот там жилье, как будто теплицы стоят. Вот еще какое-то сооружение. Я не знаю, может вот это озеро есть. Горячие источники, где можно купаться. Но что-то я бы не полезла в эту воду. Там что-то жужжит. Серега едет. А, жужжит-то вот вода. Короче, сейчас я встретила чувака, узнала у него, где здесь горячая. Ну вот это вот на самом деле очень горячая. Вода горячая. Но, видимо, тут не цена. Опять электрички везут с Китая. Собачка лежит, отдыхает. Дышит хоть? Дышит. 7 километров, говорит, сюда, туда. Приехали в одно место. Челябинская, но из России. Давай. Тракторный завод. Тракторный завод, да, у меня там... Челябинск, тракторный завод. Да, у меня там мама работает. ЧТЗ. Да, ЧТЗ. Я на него работал даже. Да? У меня мама там работает. Чебоксар работал на него. Куда день? Это такое. Сначала смотрите, нравится вам, не нравится вам. На ЧТЗ, говорит, работал. Да? Челябинск, тракторный завод, говорит. Я работал на Чебоксаре, на ЧТЗ 130. Вот Женская, вот мужика. Вот это мой это. Ой, иди там вот. А, ничего себе. Выходи, там Женская, иди смотри. А где там? Просто она, вода что ли бежит? О, ничего себе. Это вот там есть, вот. Смотри тоже. Там что? Ты смотри. Куда? Смотри. Ночевать. Ты туалет, там туалет. Вот здесь смотри. Ага. Ну туда я тоже выходит, да, туда получается. Ты смотри. Тут женщины. На вагах все. Там горячо. Здравствуйте. Иди. Ага. Хорошо. Смотрели, да? Ага. Ой, молодец. Все. Ну давай. Будете? Да. Давай. Мы помылись, намылись. Блин, в такую жару и с такой дальней дороги. Так круто просто помыться даже. Сережа вообще накупался. Там вот эти вот комнаты с наполненной водой, которые я снимала до этого. Они просто мега горячие. Я не знаю, как туда Сережа заходил. Как ты туда заходил? Ну как в холодную воду, так и в горячую. Дышишь и заходишь. И места, где ранки есть, все обжигает, да? Да, вот это да. Но после душа, после таких процедур сейчас капец как разморило. Просто глаза слипаются, ужас, спать хочется. Сейчас, наверное, покушаем, если то вообще это на боковушку и все. Сегодня сколько время уже? 14-18. Сколько километров до этого, до вершины-то? До Каракуля. Каракуль, говорит, да, какой-то есть. Красиво, интересно. Заехали в деревеньку. Как называется?
называется? Джизак. И тут где-то написано, что по карте есть как будто бы санаторий какой-то. И где можно покушать. Можно переночевать. Но вот эта чешме, походу, и есть горячая вода вся. Тут флаги тут висят. Заезжаем туда, где висят флаги. Тут никто нету, никого. Собачка только лежит, спит. Надо, наверное, туда подъехать, куда ты сказал, что это ресторан. И корова вон ходит. Жарко, что ли, всем? По домам сидят, никто не выглядывает. Да, горячий. Пари. Как в Чешме просто бежит вода. И аж... Так, на улице такая жара, а она еще и пар испаряется. Пар испаряется. Пасутся яки такие. Мы забрались на какую-то нереальную высоту. Все запакованные такие. Ну, меня пригревает солнце, я тут уже вся красная. Мне вообще нет. Мне кажется, что холодно. Конечно, если выйти на улицу, вот рядом с нами лежит снег. И мы около облаков. Он там даже зацепились с облаками, мне кажется. Тут уже везде вокруг нас снег. Ой, так пыльно аж. У меня телефон откалибровался. Высота здесь 4,77. Мы только что превысили 78. ту точку, которую мы пересекали в Киргизии. Хочу сказать, машина не едет, если ты снимаешь. Снимай его, говори. Машина никак не будет ехать. Вторая, первая передача. Мы еще поднимаемся, вот снег лежит впереди. 421. Офигеть вообще, где мы. Я такая еще удивляюсь, что все таки запакованы. Что, выйдем на улицу, посмотрим, как это холодно. Сейчас давай поднимемся. Сейчас заберемся, да? Там еще выше, смотри. Подъем. 470, 190, 495. 495. Ох, ничего себе. Это, да, точка? Не знаю, 493 стало. На пару метров спустились, короче. У нас? Да? Не знаю. Еще электрички здесь ездят, ничего себе. Все сжалось, наверное. Ой, тут еще машины едут. Бррр. Вот же тут посидеть. Здесь незаметно для меня сел микрофон. Я, по-видимому, рассказываю о том, что машина перегревается, вентилятор не успевает охлаждать, и о том, что мы забираемся еще выше. Сережа всякими путями пытается охладить, несмотря на то, что на улице очень сильный ветер и очень холодно, двигатель машины не остывает. У меня на микрофоне батарейка села. Сейчас мы столкнулись с такой проблемой, как перегрев двигателя, да? Ну, Вот, и до 103 аж поднимается. Мы останавливаемся ненадолго, там остужаем. Сейчас вот едем, 98 опустился. вот самая наивысшая точка. 4249.
4249. Наивысшая, думаешь? Там лучше. Снег лежит прямо перед нами. Вот мы проезжаем снег. Здесь холодно. В машине тепло. Какое-то горное озеро. Это, наверное, оттаяли эти, да, снега? Снег, что ни на есть, самый настоящий. Ой. Вот на такой высоте еще пастух он своим стадом. Потихонечку спускаемся. 460, по-моему, сейчас. Птички какие-то водятся. Убежал, что ли? Я снимаю, а там суслик сидел большой. Моти, какие мы толстенькие! Если вы думаете, что не проедете здесь на седане, проедете, приезжайте. Здесь 1 100 500 седанов ездит. Плюс к тому же еще из Китая возят электрички, электромобили. И мы за эти 2 дня прошло или сколько там? Да, мне кажется, уже много дней прошло. Видели столько много, это просто перегоняет. Если они без номеров, без ничего их перегоняют. Вот мы, это же вот все еще по Амирскому тракту, как бы мы никуда не сворачивали. Вот по этому Памирскому тракту ездит очень много электричек, седанов. То есть здесь дороги не очень, конечно, хорошие, но проходимые. Не знаю, как Сережа, но у меня замерз нос. Я оделась сразу. Сережа тоже в куртке. Что там есть? Гора странная. Гора странная. У нас постоянно закипает двигатель. 4153. Мы немножко спустились до 4 и опять поднимаемся. И вот такими вот. Это, наверное, климатизирует нас потихонечку. Аквайтал. А вот эти кадры я снимаю уже без настроения и совсем без сил. На меня напала какая-то нереальная апатия. Я не понимаю, что это. И чем ближе к Мургабу, тем хуже. Только потом становится ясно, это горная болезнь. Классическая острая горная болезнь. Тошнота, слабость, апатия. А купание в горячей воде, видимо, ускорило процесс. Организм потерял жидкость, сосуды расширились, и на высоте это дало такой эффект. Чем дальше мы едем, тем хуже мне становится. Но я продолжаю снимать, потому что даже в таком состоянии хочется сохранить эту дорогу. Какое-то странное поселение. Дома без крыш. Наверное, крыши сносят из-за ветров. Они поставили поэтому такие блоки. На Памире традиционные дома строят с плоскими крышами или особыми световыми куполами – чорхонна, из-за сурового горного климата, дефицита древесины и глубоких религиозно-философских традиций. Вопреки впечатлению, крыши у домов есть, но они плоские и многофункциональные. На плоских крышах сушат урожай и хранят запасы сена на долгую зиму. В высокогорье мало деревьев, поэтому массивные балки для плоского перекрытия надежнее и проще в монтаже, чем сложная стропильная система для высоких скатных крыш. Плоская конструкция лучше противостоит сильным горным ветрам, чем выступающие скаты. Что это? Тебе зачем такая штука? Ну, какие-то вон эти выторчивают. Ты уверен? Я вижу, Что там есть? Да, не видно.
Вон пыльник, ты видишь, тут большой пыльник стоит, а за пыльником еще пыльник. М. Так тихо здесь. Уши устали у меня, оказывается. Какое-то здание. Из соломы и из этого, из глины. Вон, смотришь? Это пыль. Пыль. Хотя мы мыли где? Перед Самаркандом. Да? Там не видно, как эти земля растрескалась вся. И... вот маленько видно. Какой-то странный камень. Как будто нитками сшили камень. Такая долина, да? Мы заезжаем в город Мургаб, и нас здесь тоже зарегистрировали сейчас. Там проверили документы, короче, и разрешение на вот этот ГБА. И Сережа стоял, разговаривал, и здесь таможник или кто он? Служитель, короче, говорит, у меня, говорит, отец служил в Челябинске. Так прикольно, мы где-то на крыше мира, и здесь знают Челябинск. И перед нами сказали, проехал мотоциклист из Екатеринбурга. Ничего себе! Прикольно, да? Едем в гостевой дом, смотрим, что получится из этого. Здесь тоже почему-то нету крыш. Так странно. Блин, может быть, я узнаю эту гостиницу, где все ночуют. Фабачка переходит дорогу. Глазами, может быть, узнаю. А это такое красное здание. Ну, красный или вот такой вот желтый, типа оранжевый, как здесь вот. Ну, я говорю, может быть, так узнаю. Если это в Мургабе, конечно. Где ночуют все эти путешественники. О, Екатеринбург здесь стоит, походу дела. Не знаю. Мы нашли гостиницу, где останавливаются все путешественники. Наклеек вон 100-500 вообще. Интересно, мы не найдем здесь Андрея Бересневича? Да. Здравствуйте. 66, вон он, Екатеринбург. Да? Нас завели вот в такое место. Разрешили попить чай. Надо пойти, наверное, это сказать, что типа чай хотим. Тут такие у нас эти страсти мордаси вообще. Попозже расскажу. Talking about food. Internet about the three things. Food, football, and another thing. Это в такой комнатке ночевали. Такая комната стоит $40 на двоих. Здесь вот вроде балкон. Это не балкон, а туалет и душ отдельный. Но нас пустили за 2000, потому что, говорит, раз по-нашему говоришь, мне так плохо вообще. Вчера выпила
парацетамол. Здесь очень холодно, меня тоже трясет все. Мне кажется, даже губы он синий. Сердце так вот долбится. Тук-тук-тук-тук-тук. В желудке все плохо. Голова болит. Парацетамол вчера выпила, сейчас аспирин выпила, не знаю, насколько можно. Вчера же говорит, поехали. На границу нас пустят только через 2 дня. Это понедельник. Сегодня суббота. Это значит, нам надо как-то перекантоваться. Сегодня, еще завтра везти. Хозяйка говорит, Камыш зовут ее. Хозяйка говорит, оставайтесь здесь. Я не буду плату брать. Дочери говорит, в другую комнату перенеси их. Просто, говорит, корми их, как гостей. Сережа не согласен, говорит, поехали. Но здесь вообще плохо, конечно. Тут все сжимается. Тяжело все. Bilasiz meni deyishlar. Tun uyqusi uyqu bo'lmadi deb so'zladim endi bugun. Ketirga жиынган мен өзім bilan kitob бар edi, ham disk бар edi. Endi bu opaga istalik bo'lsin deb berib qoldirdim endi deb tutturdim да bu шатлана endi. Sen shoira emassan, jirshimni, endi menga автограф qo'yib ber falan desman deb endi. Aytan edi. Siz hozir Grensiyaga borib 2 kun bu yerdan ishlaysiz, menda qolasiz. Men bitkirim senlarga noshar ekan, erinlaring ko'p dey. Dushanbaga xatlimda qolarga bizga ruxsat etdilar. Serikada qolmamizda endi erta xatlimni, хотя bir xatlimni hozir ozgina yo'qlab oldik. Ozgina bir 4 soat endi. Baribir jangalarak. Уже тага организм ko'naga boshlaganman endi. Hozir nosharga chaqirdilar. Erta bir shurpa bo'lsa da ishda bir shashirmasin deb. Mikrofon опять как-то не прихватил. Всем привет. Мне немножко полегчало, я начала улыбаться хотя бы. Здесь вообще капец тяжело. Говорит, редко кто сюда приезжает и здесь болеют. Я тот редкий, кто сюда приезжает и здесь болеет. Это вообще жесть, конечно. Сейчас поели немножко и полегчало. Когда я из номера спустилась в столовую для того, чтобы попить чай, ко мне подошел парень с моей книгой, которую я подарила Камыш апа, хозяйке гостиницы. «Извините», — говорит, — «это вы?» Отвечаю, «Я». «А это вы поете песни в Ютубе под гитару?» Говорю, «Я». А он такой счастливый. Оказалось, что он подписан на меня очень давно и знает мои песни. Даже напел одну. Где-то на краю земли, на крыше мира кто-то слушает мои песни. Это вообще... Он всячески пытался поддержать нас, облегчить наше состояние. Напоил нас бульоном мяса яка, принес мятные конфеты, раздавал нам интернет, гулял с нами. Сказал, что хозяйка гостиницы, уезжая, дала приказ заботиться о нас, чтобы мы чувствовали себя как дома. Там дискотека какая-то. Вот дети там наяривают. Мы прогуливаемся по деревне. Как хорошо, когда ничего не болит. Прям так хорошо стало, так легко вообще. Там какие-то рога. Что-то тащат они. Так, украшения тоже такие вот. Столько паласов. Мы в Монголии были, тоже заходили в юрту. Там у них побольше. И печка стоит посередине, вот тут вот с этим. А тут, наверное, что-то тоже ставят. Тут же вон середина. Прикольно. Так тепло, ветра нет. Замерзли? День
наискосок, животу баржи берег с полоской. Мудрец ханжа источилима, там валит дым, салам алейкум. Дарите мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии и провода небо только в ней мучится. Ручкой маленькой обернусь над твоим крохотным двориком, разрываясь косым дождем. Lenolup kilidi yazmış sinemin tarafa. Seni izlep varır yıllarını kıskartıp hoşuma kelgensin. Sinan ipi kaldırganlarını izlersin dime kürgensin. Yarı eli seni tapansın, ben seni tapan kıyaşım. Başımı vurmalı hıyalı, yıllarını kelgeşim. Девочка красивая, платье голубое, и на крылечко посередине рядом белый хриплый голосок дрожал. Дворники мальчишки шли меня. Девочка волнуясь села на карниз, с ужасным криком кинулась вниз. Так соединились детские сердца. Как бы знала мама моего отца. Девочка моя, если бы ты знала, что люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Девочка красивая, в городе жила, очень неприступная девочка была. Соединились детские сердца, и узнала мама моего отца. Девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Еще предлагали здесь, наконец-то сейчас здесь чай будем пить. Это вообще, конечно, гостеприимство на миллионном уровне, да? Чай решили попить. Вот вам ложка. Сейчас я сахарик тоже принесу. Ну вот такая чрезмерная забота, че он это переживает, что мы голодные. Здесь вообще есть неохота. Вообще есть неохота. Я бы в других местах уже поела бы, а с 5 вечера уже, не знаю, раза 3, наверное, поела. Да, Сереж? Тут вообще есть неохота. Пойдем с нами чай пить. Нет, спасибо, я домой пойду. Меня жена ждет, дети ждут. Спасибо вам. Спокойной ночи. Спасибо тебе огромное. Да, давай. Пока. Вот такие вдвоем сидим в этом в чайной комнате. Ничего себе. Гости при гости, да?